Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Биз Республикалык штабтын пресс борборунда брифингди баштап жатабыз. Pfizer Biotech вакцинасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапасова жооп берет. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг пресс-центра Республиканского штаба. Все о вакцине Pfizer BioNTech расскажет директор Республиканского центра именно профилактики Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Гульбара Ишенапасова. Вам слово. Добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители. На 1 ноября 2021 года первой дозой вакциной против COVID-19 привито 972 931 человек или 43%. Второй дозой привито 745 807 человек, что составило 33%. Наибольший процент охвата отмечается в таких областях, как Ошская область, Таласская область, Нарынская область. Охват вакцинации против ковид населения составил более 50%. Также по городу Ош. 27 октября в Кыргызстан поступила вакцина производства Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX в количестве 259 740 доз. С 30 октября данная вакцина была доступна по городу Бишкек и Чуйской области. На сегодняшний день во всех временных пунктах, прививочных пунктах города Бишкек и в районах Чуйской области началась вакцинация данной вакциной. Также доставлены растворители и шприцы вакцины Pfizer по регионам. Сегодня мы организовали отправку в южный регион, это Ошская область, Джалабадская область и Баткенская область. Также со вторника мы доставим данные вакцины в Таласскую область, Иссыкульскую область и Нарынскую область. Вакцина производства Pfizer будут прививать всех желающих лиц старше 18 лет. Приоритетными группами будут лица старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Вакцина БНТ 162B2 является МРНК-вакциной против COVID-19. Рекомендуемый интервал между дозами составляет 21 и 28 дней. После прививки у вас могут появиться покраснения, болезненность на месте инъекции или немного может повыситься температура до 37 градусов. Или вы можете испытывать головную боль и ломоту в теле. Обычно такие реакции проходят в течение нескольких дней после прививок, но если по какой-то причине они будут сохраняться дольше, просим вам обратиться к медицинским работникам. ВОЗ включила вакцину производства Pfizer в реестр средств для экстренного использования в чрезвычайных ситуациях в период пандемии COVID-19. Провела тщательную оценку данных о качестве безопасности и эффективности этой вакцины и рекомендовала также его применять детям старше 12 лет. Эффективность данной вакцины более 90%. Она применялась с момента его выпуска в Соединенных Штатах Америки, в европейских странах, и также она была доступна для азиатских стран, как Узбекистан и Таджикистан, в рамках механизма COVAX. Вакцина производства Pfizer является третьей поставкой вакцин против COVID, прибывшейся в Кыргызстан по линии инициативы COVAX, в которые входят 172 стран по всему миру. Также были завезены более 40 тысяч флаконов специальных разбавителей для данной вакцины. Также прибыли шприцы, более 200 тысяч штук, именно специализированных для вакцин Pfizer. В начале октября при поддержке ЮНИСЕФ в Кыргызстан были доставлены 4 единиц
холодового минусового оборудования, который на сегодняшний день мы установили в национальном складе Республиканского центра иммунопрофилактики. По инструкции данные вакцины до 6 месяцев будут храняться на национальном уровне при температуре минус 70-80 градусов. При доставке мы будем соблюдать температурный режим минус 15, минус 25 градусов, и, соответственно, они в такой температуре будут храниться на областном уровне. После разморозки, которой подлежат данные вакцины, при температуре плюс 2, плюс 8 градусов, они будут храняться на районных складах, и также они будут храняться в наших временных прививочных пунктах, в медицинских учреждениях, также временных пунктов, которые мы развернули в количестве 800 ВВП по всему региону. Вакцина против COVID – это безопасный способ защитить вас от коронавирусной инфекции. И хочу в конце обратиться к нашим уважаемым гражданам, которые до настоящего времени были вакцинированы. Мы выражаем вам огромную благодарность. И нашим гражданам, которые до настоящего времени еще не вакцинированы, мы призываем привиться вакциной против COVID. На сегодняшний день вакцины для вакцинации против COVID-19 доступны во всех наших временных прививочных пунктах, которые были открыты в медицинских учреждениях, торгово-развлекательных центрах. Также мы открывали круглосуточные временные пункты по городу Бишкек. Также мы открывали в ЦОНах и в других местах, где имеется доступ нашего населения. И поэтому мы просим привиться вас. Имеются вакцины производства AstraZeneca, производства Sinopharm и вакцины производства Казвак. Они для вас доступны, бесплатны. И как Республиканский центр иммунопрофилактики, который проводит мониторинг и оценку проведения данной кампании, мы уверяем вас, что по профилю безопасности и эффективности они соответствуют всем стандартным и процедурным требованиям как Всемирной организации здравоохранения, так и нашего департамента лекарственных средств при Министерстве здравоохранения. Спасибо за внимание. Рахмат, эскерте кетсек, түз эфирде ЛТР, КТРК 624 пирамида 5 канал, ЛФМ радиосу 1 радио, ЛТР YouTube каналына жана Facebook баракчасына көрө аласыздар. Саламатта болуңуздар.